По приглашению Законодательного собрания Свердловской области делегация парламента Чеченской Республики посетила город Екатеринбург. Состоялись официальные встречи чеченской делегации с губернатором и членами Екатеринбургской городской думы. В ходе встречи председатель парламента Чеченской Республики Дуквах Абдурахманов передал слова приветствия от имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В своем ответном слове губернатор, приветствуя гостей, передал свои наилучшие пожелания главе республики Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу, пожелал мира, добра и процветания. В свою очередь Дуквах Абдурахманов рассказал о позитивных изменениях в Чеченской Республике и отметил: «Мы хотим, чтобы сибиряки и уральцы приезжали к нам отдыхать, видели наши красоты». В рамках пребывания чеченских парламентариев Свердловской области также состоялась встреча с членами правительства Свердловской области, посещение социальных культурных объектов столицы, ряда муниципальных образований области, а также ознакомление с работой предприятий малого и среднего бизнеса города Екатеринбурга. Депутаты парламента Чеченской Республики одобрили поправки в закон Чеченской Республики о муниципальных выборах в Чеченской Республике, согласно которым баллотироваться в депутаты представительного органа муниципального образования имеют право лица, достигшие 18 лет. Закон Чеченской Республики о внесении изменений в закон Чеченской Республики о муниципальных выборах в Чеченской Республике был подготовлен и внесен в парламент Чеченской Республики Республиканской избирательной комиссией в связи с изменениями в соответствующем федеральном законодательстве. В данный закон также вносится дополнение, согласно которым в тех муниципальных образованиях, где численность представительного органа составляет менее 15 депутатов, выборы будут проводиться по мажоритарной избирательной системе. Сотрудниками Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Чеченской Республике проводится профилактическая работа, направленная на недопущение возникновения пожаров. По сообщению пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций России по Чеченской Республике, с начала года на объектах региона было выявлено около 20 тысяч нарушений требований норм пожарной безопасности. На данный момент руководителями объектов устранено 74% выявленных нарушений. Большинство руководителей объектов, понимая, что нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан, добросовестно устраняют недостатки, выявленные в ходе проверок инспекторов надзорной деятельности. В Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к весенне-полевым работам. В ходе совещания обсуждались все вопросы, касающиеся ведения весенних полевых работ, о готовности сельскохозяйственной техники, подготовке посевных площадей для сева яровых культур, обеспеченности семенами. Наступили агротехнические сроки сева ранних яровых культур. Основное внимание участники встречи акцентировали на вопросах, касающихся семян, от закупки высококачественных, высокоурожайных и районированных сортов до их протравливания. В этом году план ярового сева составляет 64 тысячи гектаров. По подъему зяби хозяйства перевыполнили план, на сегодняшний день он превысил 68 тысяч гектаров. Соответственно, в этом году увеличится площади ярового сева. В Москве во Всероссийском выставочном центре в 14-й раз открылась выставка-ярмарка книги России. Один из крупнейших книжных смотров проходит в этом году под знаком Республик Северного Кавказа. На стенде республик выступит целая плеяда молодых писателей, которые могут внести серьезный вклад в многонациональную литературу России. На объединенном стенде республик более 1000 книг. Это классические произведения, современная поэзия и проза, детские книги, научная и учебная литература. Книги представили 7 республик Северного Кавказа: Чеченская Республика, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Воспитанникам интерната для глухонемых детей города Грозного артисты театра юного зрителя дали сказочное представление – кукольный спектакль «Айболит». Подобные мероприятия воспитывают уважение к национальным обычаям и традициям, любовь к родине и почитание старших. Руководством Комитета Чеченской Республики по делам молодежи и театра юного зрителя достигнута договоренность о проведении праздников для детей, в рамках которой дети со всех районов республики смогут увидеть богатый репертуар театра юного зрителя, который в основном состоит из чеченских народных сказок. Во Дворце спорта «Спартак» прошел открытый чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу. В состязаниях участвовали 186 спортсменов в разделе «Лоу-кик» и 222 спортсмена в разделе «Фулл-контакт» из республик Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Чеченской Республики.
течение 3 дней оспаривалась пальма первенства. Спортсмены Чеченской Республики показали хороший результат. Шамхан Хумидов завоевал награду высшей пробы. Также было блестящим выступление двух братьев – Хамида Паскаева и Умара Паскаева. Элах Умаров в финальном бою, выиграв у хозяина ковра, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Серебряными призерами стали Джабраил Магомадов, Заур Сулейманов, Турпал Шамсаев. Бронзовые награды завоевали Абдул Билалов, Шахбулат Бакаев, Турпал Асхабов и Ахьят Хумидов. Футбольный клуб «Спартак Нальчик» выражает огромную благодарность руководству Чеченской Республики и руководству футбольного клуба «Терек» за содействие в проведении матча чемпионата России между Нальчинским «Спартаком» и Самарскими «Крыльями Советов». Письмо с таким текстом поступило в офис футбольного клуба «Терек». Самое главное впечатление от матча: футболисты футбольного клуба «Спартак Нальчик» действительно играли как на домашнем стадионе. Верим, что наше сотрудничество продолжится. Футбольный клуб «Терек» отличается здоровой амбициозностью, выделяется узнаваемой игрой и несокрушимой верой в свои силы. Верим, что во главе с вами под руководством амбициозного голландского тренера Руда Гулита команда добьется больших спортивных успехов и в российских соревнованиях, и на европейской арене, говорится в письме футбольного клуба «Спартак Нальчик». В городе Каспийск стартует Кубок мира по вольной борьбе. В этих престижных состязаниях примут участие представители Венгрии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Кубы, Болгарии, Кыргызстана, Ирана, Узбекистана и России. Честь Чеченской Республики будет защищать в составе сборной России Муслим Дадаев. Также в составе команды России выступят 2 чеченских борца – Ахмед Чакаев за Дагестан и Альберт Саритов за Красноярск. Сопредседатель попечительского комитета Межрелигиозного совета Союза независимых государств, бывший первый вице-премьер Азербайджана Аббас Аббасов дал высокую оценку прошедшим на Северном Кавказе 3 съездам мусульман. Эти съезды продемонстрировали, что позиции традиционного ислама укрепляются на Северном Кавказе, заявил Интерфакс «Религия» Аббасов, который участвовал в упомянутых мероприятиях. Давая в частности оценку прошедшим во вторник выборам нового муфтия Кабардино-Балкарии, которым стал Хазрат Али Дзасежев, собеседник агентства отметил, что это очередное подтверждение. Борьба за правильный ислам продолжается. Во главу всего ставится вера людей в ислам, которые проповедуются на Северном Кавказе многими учеными, теологами, религиозными деятелями и простыми мусульманами. Он отметил, что убийство предыдущего муфтия республики Анаса Пшихачева очень глубоко переживается людьми. Они с возмущением и проклятиями говорят о том зверстве, которое совершили преступники. Аббасов напомнил, что в день мусульманского съезда в Нальчике был заложен первый камень в фундамент крупнейшего в регионе исламского центра. По его словам, этот центр призван закрепить истинные исламские ценности. В первую очередь в сознании молодежи многие представители, которые едут за границу познавать ислам, а возвращаются домой с установками, далекими от подлинного ислама. Попечитель Межрелигиозного совета сообщил, что в своих выступлениях на съезде религиозные деятели выразили возмущение проявлением экстремизма в мусульманских странах, отметив, что богобоязненность и любовь к Всевышнему должны преобладать над этими негативными проявлениями. Говоря об избрании накануне муфтием Карачаева-Черкесии Исмаила Бердыева, Аббасов указал на то, что это человек, который известен в религиозном мире как приверженец традиционного ислама. Мне очень понравилось выступление муфтия Чеченской Республики Султана Хаджи Мирзаева, который призвал всех мусульман, в особенности молодежь, вести борьбу за целостность России. Он с негодованием говорил о тех бандитах, которые сегодня хотят нести напряженность в общественную жизнь в этих регионах и неправильно трактуют саму идею ислама в обществе. Огромную роль в упомянутых мероприятиях сыграло участие главы управления мусульман Кавказа Алла Шукюра Пашазаде, который очень мудро, очень целенаправленно высказывается за продвижение ислама в обществе как мирной религии созидания добра для всех народов, проживающих на территории России. Важно также, что в съездах мусульман участвовали представители федеральной и региональной власти. Международный авторитет Чеченской Республики неуклонно растет. Наши успехи в социально-экономическом и общественно-политическом развитии вызывают во всем мировом сообществе самый благоприятный резонанс. А в исламском мире наша республика достигла поистине выдающегося авторитета. Все это является заслугой первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и нынешнего руководителя региона Рамзана Кадырова. На минувшей неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил очередное ближневосточное турне, на сей раз в Иордании, где был принят королем Абдаллой II. Тему продолжит Валид Гинаев.
Международный авторитет Чеченской Республики и ее признание в качестве одного из самых перспективных регионов России связаны с деятельностью первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В начале 2000-х Ахмат Хаджи становится уже крупнейшим политическим деятелем исламского мира. Его авторитет находится на самом пике популярности. Вообще же, внешнеполитическая деятельность Кадырова-старшего вызывает ассоциации с яркой политикой Петра I. Можно сказать, что двух этих политиков связывает огромные успехи в деле мирового признания. Если первый российский император прорубал окно в Европу, то первый президент Чечни прорубил окно на восток. С этого момента в исламском мире самым кардинальнейшим образом меняется отношение к Чеченской Республике и к тем процессам, которые в ней происходят. Самое же главное обстоятельство, обусловившее всю дальнейшую политику лидеров стран исламского мира по отношению к Чеченской Республике, стало то, что они увидели в возрождающейся республике надежного экономического партнера, который вполне мог стать выразителем их интересов в России. В 2003 году впервые в истории организации исламской конференции туда почетным и равноправным им участником была принята Россия. И в этом личная заслуга первого чеченского президента, чьи незаурядные дипломатические способности привели к самым благоприятным для страны и республики в частности результатам. И сегодня его политику мира и процветания продолжает и Рамзан Кадыров. Переняв эстафету своего славного отца-политика, он не только не изменил общей дипломатической линии первого чеченского президента, но и привнес собственные идеи в процесс укрепления авторитета Чеченской Республики в странах исламского мира. Рамзан Кадыров стал единственным россиянином-мусульманином, который дважды совершал омовение в священной Каабе. Чеченский лидер прибыл в Оман для успешного продолжения контактов с лидерами исламского мира и намерен, чтобы и в этот раз его дипломатия оказалась в итоге выигрышной. В Иордании глава республики имел встречу с чеченской диаспорой, до которой довел мысль о важности связей с исторической родиной. Эти связи, по мнению Рамзана Кадырова, должны неизменно поддерживаться и укрепляться. В этом залог развития нации, ее лучшего будущего. عارف حابك وين بوصل هم تايقشتو وين هون بيشتو بوصل دين ولا دايش لازم حضر وتسندن ويخلش وين بيش دات ناس حل ساعه وين دايش دين ولا دوي وين ده وين نوق شتيس سنو دروناج بوصل بعدش نوق شغله لا وين بخ دايش لا وين هذا ده ما ترى هو نوق شيء وين بوصل بعدش نوق ده وين نوق شيء ده omsleden gaat dan niet schelen als je maar boog dan we weg bij boog we kwamen dus gewoon gooi boog dan een horen ga ik iedereen naar het je wat je moet je hebben het je was laat we gewoon dit door de zeer zullen dan we je job gaat daar maar dan daar binnen we niets boog daar dan hoe je daar is hoe je hier dat is hoe je hier daar alles wat dus is er wel we dan eerder ja شو دون يحلش وانا قوي لازم نحكي كده بعملش ترى دوكو دون نقطي عيدا باش كعبو نقطي دوكو دون سيدوش لو اعلم باش بيرا باش بو اشوي موت سديتين اشوي غير لقت سديتين ويقول لقت سديتين شو اسمه شو دون بركه بيريز لا بس ايمان В программе поездки Рамзана Кадырова в Иорданию были важные официальные встречи. В частности, чеченского руководителя торжественно встречал в своем дворце король Абдалла II, которому Рамзан Кадыров вручил подлинник своего указа о присвоении площади и улицы в Грозном имен Хусейна бен Талала и самого монарха. Последний же, в свою очередь, объявил Кадырову, что в столице королевства решено увековечить память первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, назвав его именем парк в Омане. Иорданский король заявил, что развитие двусторонних связей получит новый виток развития. По его поручению уже сформирована рабочая группа, которая в Чеченской Республике будет представлять интересы частных иорданских предпринимателей. Абдалла II также обещал в ходе своей официальной поездки в Россию посетить и Чеченскую Республику. Очень горд, что вы приехали к нам. Я вас считаю самым близким, дорогим братом.
Иордания – это ваша страна. وانا حابب اسمع منك كيف اموركم واذا في يعني اذا في اي دور الاردن. И я бы с удовольствием хотел бы услышать ваш рассказ о том, что происходит в Чечне, есть ли какие-то вопросы, связанные с Иорданией. شكرا لكم على هذا اللقاء الحر في الملك. Хочу поблагодарить за то, что назвали партиями нашего первого президента. أود أن أبدأ حديثي بالشكر الجزيل. И с удовольствием приехали на открытие с делегацией. И приехал ансамбль, который они вручили высший орден Рашида Суleiman. В самой дружеской атмосфере проходила беседа Рамзана Кадырова и с принцем Иордании Хакимом бен Аль-Хусейном, состоявшаяся буквально за несколько минут перед концертом ансамбля «Войнах», на который глава республики и пригласил принца. الحمد لله بألف خير وجلال سيدنا بسلم سلام حار. Его Величество король Абдулла большой вам горячий привет, приветствие передает. موجود هنا نيابة عن محمد. Я здесь присутствую за него по его поручению. أمني الزيارة تكون إن شاء الله جميلة جدا وفيها ذكريات طيبة إن شاء Я الله. надеюсь, что ваш визит, ваша поездка будет удачной, оставит хорошее впечатление у вас. Спасибо королю, что его отправил ему, что он нашел время. نحن نشكر جلالة الملك بأنه أرسلكم شخصيا لحضور هذا الحفل الفني. Я наслышан про него. سمعت عن سموكم سمو الأمير علي الذي حدثنا بأن لديكم اهتمامات وتقدمون المساعدة أيضا لجالتنا والأمور الشرعية ولكن كتبت بحوثات بالجامعة وبالمدرسة عن الشيشان. Я вообще по шариатскому направлению писал диссертацию, но еще в школе и в университете много писал о Чечне и о чеченцах. بالكلية العسكرية أيضا. И тоже в военной академии тоже я писал на эту тему, на чеченскую тему. Да, он знает нас. لأنكم تعرفوننا جيدا. حقيقة بيعرف. إيش أنا بريح في جوز شغلي на практике. на практике. يقول سيادة فخامة الرئيس يجب أن تزوروا الشيشان لكي تتعرفوا على الشيشان على أرض الواقع ليكون النظري مع العملي. شمول الأمير جد النظري لازم يتم بعمل إصلاح الجمهورية. теорию надо с практикой. Как выяснилось в ходе беседы, принц весьма наслышан о далекой Чечне и высоко ценит мужественных чеченцев. История, культура и сегодняшний день, из жизни которых стали темой одной из его диссертаций. И вот теперь у него появилась возможность увидеть все воочию. Глава республики приглашает принца посетить нашу республику. По окончании концерта памятный сувенир от иорданского принца чеченскому лидеру. Хочу вас поблагодарить за такой прекрасный вечер. Я не знаю, что такой будет. Это большая возможность мне знакомиться с чеченской культурой. Это для меня большая честь. Увижу вас здравым, чтобы у вас здоровье было, чтобы удачи была. Это большой сувенир от вашего брата, от вам. Рамзан Кадыров посетил один из социальных объектов – Дом глухонемых. Он принял решение оказать помощь в приобретении необходимой техники и оборудования на $100 000. Эти средства будут выделены за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. نشكركم على تبرعكم الكريم благодарить вас за все, что вы делаете. شكرا لكم انه اعطيتونا الفرصه للمساهمه في الاعمال الخيريه في جمعيتكم. شكرا. Thank you very much. المؤسسة الخيرية للشهيد أحمد كديرов أيضا تشارك في الأعمال الخيرية التي تترأسها والدتي السيدة أيمان السيرنا.
были участвовать, мы наслышаны как-то деятельности вашего фонда, как это называется. Здесь же от матери чеченского лидера Аймани были подарены дому 2 автомашины. И это лишь малая толика той щедрой, бескорыстной помощи, которой известна сердобольная, заботливая мать чеченского лидера. Следующим пунктом иорданского турне Рамзана Кадырова стало посещение центральной мечети имени отца действующего короля Абдаллы II. Интерьер этой великолепной мечети произвел на чеченского лидера незабываемое впечатление. Дерево ценится здесь, да? Да. Вот видите, хлоп. في الدكتور الإعمار الهاشمي لمسجد الأقصى. طبعا في برضه منبر صلاح الدين تم تصنيعه في الأردن مكون من 10,000 قطعة. القدس в Иерусалиме, вот мембар, который сегодня есть, он сделан в Иордании и из 10 000 компонентов. Министр культуры Чеченской Республики Дикалу Музакаев и мэр Грозного Муслим Хучиев демонстрируют в Национальном музее Иордании предметы чеченского национального менталитета, одежда, посуда, музыкальные инструменты и многое другое. Все это отныне станет экспонатами Иорданского национального музея. ديرك وينوخشي خلقا دوخر عقويتشو يرى خزين يوم نوخشي غابلي لا ويرتنش يرى ويديش بح حرا يقع الانسترومنت يرى عطق قندر وإليش ثاني يوشو ويستو دور شرح إت كيما دريس أخش دلت سديش والوكشو خيرول شو أمانير غروزنير أماني قاتشو أخوة قطر و Открытие парка имени Ахмад Хаджи Кадырова и улицы имени Рамзана Кадырова. Это была личная инициатива короля Абдаллы II в знак признательности 2 выдающимся политикам. Торжественная церемония открытия состоялась под государственный гимн России. Iordania, Romania dağını, Kadı Halep'e çıkar dağını, partiler iştağını, Foka, Iordan Diaspora, Nohçi, Sidert, Doldert, Üç dağını, Pitentevitels dağını, Gergelduğun iştağını, Paçalı, Kırılma alır dağını, Vajral dağını, Dua dağını, Zavma dağını, Daim Oğuşi, Üyeşan dağını, Nağva Sekirdoş, Zavma Paçalı dağını, Karol Okkardon, Hoşal Vuru eller, işte hoş jätterätsiä, hoşidon, yösjönsdon, ävansdon, ävastaharsidon, därman gör vi vad det är en relish, något blir hållin och ska något kan dialektsdon, något dukhbolna haberch, och kan vara جريبين شيء يلي بوش ناس تجيغل دو يشات درت بوت. دزلدو أو حرسر خزع خدمة الحية لنا تبجع رمزان كديرو صرف أورم حبيلر ونشتغل هشاد وديشتولهم ديل دا ديشتوت ويتس ديشتولهم ديل دا ناغن وديشتو ديل دا أهيوكشو. Ближневосточный визит главы Чеченской Республики завершен. Его главными итогами стала очередная дипломатическая победа Рамзана Кадырова. Теперь же, благодаря этому, перед Чеченской Республикой открылись новые возможности и новые перспективы. 14 марта 1917 года в Грозном состоялся съезд представителей чеченского населения Терской области, который избрал Чеченский национальный совет и признал власть Временного правительства и его комиссаров на местах. А 18 марта в 1925 году вышел первый номер национальной газеты «Серло» на чеченском языке. Краткий экскурс в историю чеченского народа сегодня проведет Амир Алханов в рубрике «Хронограф».
Иван Федорович Паскевич, граф Ереванский, светлейший князь Варшавский, российский военный деятель украинского происхождения. Генерал-фельдмаршал Паскевич происходил из потомственного казаческого рода Полтавского полка, ведущего начала Пасько старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого. Принимал участие в русско-турецкой войне. В 1811 году назначен бригадным командиром. В Отечественную войну в 1812 году принимал видное участие в боях под Салтановкой, Смоленском, Бородиным и Вязьмой. В 1826 году генерал Паскевич получил повеление ехать на Кавказ для командования войсками против персиян совместно с Ермоловым. Причем ему вручен был секретный указ заместить последнего, если найдет это нужным. Действие его против персиян был удачным. Он разбил их под Елизаветполем, а за овладение Ереванью возведен был в графское достоинство с наименованием Ереванский. В 1827 году заменил на Кавказе Ермолова, уволенного в отставку, отвлеченного войной с персами, не имел достаточного времени вникать в дело по управлению Кавказским краем. Да и оставаться там ему пришлось недолго, так как уже летом 1831 года, по случаю кончины Дибича, он был назначен главнокомандующим войск Польши. Существование газеты «Передо меня ударит». Если первый номер выходит в разные
11 марта 1975 года... Так, 11 марта в 1975 году в городе Хасавюрт родился трехкратный чемпион Олимпийских игр и легенда мирового спорта, наш земляк Буайсар Сайтиев. О великом спортсмене и общественном деятеле рассказывает Узулай Байдаева в рубрике «Жизнь замечательных людей». Быть на голову сильнее своего соперника. Буайсар Сайтиев из Красноярска это преимущество являл практически в каждой встрече. И даже в финальной с олимпийским чемпионом Барселоны корейцем Ян Цун Пак. Откуда это все у 21-летнего парня, чеченца по национальности, проведшего детство и отрочество в Дагестане и перебравшегося в юности в Сибирь? Сложен совершенно не по-борцовски, ни на кого не похож, ни действиями, ни внешними данными. Буайсар Сайтиев родился 11 марта 1975 года в городе Хасавюрт. Рост 1,83 м, весовая категория 74 килограмма. 1994 года живет и тренируется в Красноярске. Первые тренера – Ирбайхановы, Гашимов. В Красноярске тренировался под руководством Миндиашвили. Трехкратный чемпион Олимпийских игр. 1996 – Атланта, США, 2004 – Афины, Греция, 2008 – Пекин, Китай. 9 место на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, Австралия, шестикратный чемпион мира. 1995 – Атланта, США, 1997 год – Красноярск, Россия, 1998 – Тегеран, Иран, 2001 – София, Болгария, 2003 – Нью-Йорк, США, 2005 – Будапешт, Венгрия. Шестикратный чемпион Европы. 1996 год – Будапешт, Венгрия, 1997 – Варшава, Польша, 1998 – Братислава, Словакия, 2000 – Будапешт, Венгрия, 2001 – Будапешт, Венгрия, 2006 – Москва, Россия. Чемпион игр доброй воли. 1998 года в Нью-Йорке, США. Чемпион всемирных армейских игр. 1999 года в Загребе, Хорватия. Чемпион мира 1995 года среди юниоров в Тегеране, Иран. Чемпион Европы 1993 года среди юношей в Гетцесе, Австрия. Второе место в первенстве Европы 1994 года среди юниоров в городе Куртане, Финляндия. Третье место в Кубке мира 1994 в городе Эдмонтоне, Канада. Восьмое место на чемпионате мира 2006 года в Гуанчжоу, Китай. Многократный чемпион России. Шестикратный победитель международных турниров серии Гран-при Иван Ярыгин. Неоднократный обладатель титула «Лучший борец планеты» 96-го, 97-го, 98-го, 2003-го, 2005 годов. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орденом Дружбы, медалью за развитие Чеченской Республики, почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта, знаком отличия за заслуги перед Красноярском, обладатель национальной спортивной премии «Слава» в номинации «За волю к победе», лауреат премии «Стрелец», спортивная слава России в номинации «Преодоление». Член Совета по физической культуре и спорту при президенте Российской Федерации, выпускник Государственного университета управления, бизнеса и права. Выиграв Олимпийские игры 1996 года в американском городе Атланта, борец вольного стиля Буайсар Сайтиев стал первым в истории чеченцев спортсменом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль. Спустя 4 года в Олимпийском Сиднее его постигла досадная неудача. Проигрыш в первой схватке с американцем Брэндоном Слеем не позволил ему бороться за медали. Еще через 4 года в Афинах 2004 Буайсар второй раз становится олимпийским чемпионом. Олимпийские игры 2008 в Пекине. Буайсар Сайтиев совершает невозможное. Он в 3-й раз стал олимпийским чемпионом. Сайтиевы рано повзрослели. Когда на машине разбился их отец, Буайсару было всего 13, а Адаму 11 лет. Кроме них у матери на руках было еще 4 детей, 2 брата и 2 сестры. В 17 лет, сразу после выпускных экзаменов в школе, Буайсар Сайтиев уехал из родного Хасавюрта в далекий сибирский Красноярск. Красноярская школа вольной борьбы считается одной из лучших в России. Там тренировались многие чеченские борцы. 2 года спустя покинул отчий дом и Адам и переехал в Красноярск вслед за братом. Вспоминая первую встречу с Сайтиевым-младшим, его нынешний тренер Виктор Алексеев говорит, что тот был очень маленьким и весил всего 56 килограмм. Зато потом начал расти как на дрожжах, каждый год прибавляя по 10 килограмм.
В итоге Адам Сайтиев установил уникальный рекорд, трижды выиграв чемпионаты России и каждый раз в другой весовой категории – 69, 76 и 85 килограмм. Спортивная карьера старшего Сайтиева складывалась в той весовой категории, вес до 76 килограмм, которая была едва ли не самой проблемной для наших борцов вольного стиля. До Бувайсара Сайтиева на Олимпийских играх в этой весовой категории советские и российские борцы не побеждали ни разу. В 1995 году Бувайсар Сайтиев уверенно выиграл молодежное мировое первенство, после чего ему доверили место в сборной России и на взрослом чемпионате. В первой же схватке он одержал верх над основным конкурентом в борьбе за золото – кубинцем Родригесом со счетом 10-0. Однако при этом травмировал колено. Бороться приходилось на уколах, но в финал он попал. Перед решающим поединком с чемпионом мира немцем Лейфельдом врач должен был сделать Бувайсару очередной обезболивающий укол. Но вместо сустава игла попала в кость. От болевого шока Сайтиев потерял сознание. В себя пришел лишь за 5 минут до начала схватки. Тем не менее, он победил. И вопросов, кого посылать на Олимпийские игры в Атланте, у тренеров сборной России больше не возникало. А на Олимпиаде упорной борьбы не получилось. Бувайсар Сайтиев оказался сильнее всех соперников, что его, как ни странно, огорчило. «Я был готов к тяжелейшим испытаниям, а победа досталась, на удивление, легко», – вспоминает он. Кстати, до Бувайсара Сайтиева еще никто из борцов-вольников не выигрывал Олимпийские игры в 21 год. Младший Сайтиев дебютировал на мировом первенстве в 1999 году. И сразу же, как и брат, стал чемпионом. Причем в том же весе до 76 килограмм. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Адам Сайтиев на пути к финалу в 4 встречах не проиграл соперника ни одного балла. А в поединке за золото с кубинцем Ромеро положил соперника на лопатки. Единственный из всех участников финалов. Братья Сайтиевы убежденно и сознательно выступают на спортивных аренах мира под российским флагом. Не секрет, им не раз предлагали немалое вознаграждение, чтобы они поменяли гражданство. Сайтиевы неизменно отвечают отказом. «Мне нравится моя жизнь, и менять я ничего не собираюсь», — говорит Бувайсар Сайтиев. Это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас ровно через 1 неделю в это же время. До свидания и всего вам доброго.